Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, каких действий ждать от вашего мужчины в загаданный срок. Загадывайте на любимого, представляйте его, называйте по имени, задавайте ему свой вопрос и также назначайте свой срок. Я думаю, что все уже подготовились, все загадали. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну да. Какие-то мужчины мелкие пошли, девчонки. Вот смотрю по отсыпкам, я просто не понимаю, что происходит. Что в мире происходит, что в жизни происходит. Слушайте, очень много у мужчины желаний, какие-то невероятные амбиции, какое-то самомнение, оно просто трехэтажное. Вот он на словах, в мыслях он просто герой. Вот все и сразу, да, весь мир к твоим ногам, там звезды с неба, и солнце, и луну в придачу. Вот все могу, вот все тебе отдам, да, только попроси. Там, любого в узелочек завяжу ради тебя. Но как только доходит до дела, с ним что-то происходит. С ним что-то происходит, знаете, как поглазили его, да, как поглазили. Он теряется. Он начинает межеваться, он вообще не понимает, что ему делать. Смотрите, ну вот я так вам скажу, что бы мужчина хотел. Хотел бы вас там, не знаю, зацеловать, задарить, куда-то там отвезти, мир показать, я не знаю, какие-то красоты, какие-то люксовые, может быть, там вещи, там рестораны, отели, какой-то курорт невероятный. Он бы этого хотел. Вот. Он это может обещать. Но когда он лезет, например, в свой кошелек, да, в свой кармашек, он понимает, что гулять-то мы на что будем? То есть у него мысли и слова, они опережают здравый смысл. То есть обещать, мечтать. Он в это верит, девочки, он верит в то, что он говорит. Но когда он сталкивается, как говорится, с жесткой реальностью в виде пустого кошелька, вот тут приходит разочарование. Разочаровывается он не в себе, нет, а разочаровывается в жизни. Вот я люблю, я хотел, а вот судьба мне денег не дала. Да, высшие силы денег мне не дали. Но это ничего, что я не хочу, например, работать, да, либо мне лень, либо, ой, это сложно, да. Там подработку найти это сложно, да, это ж я уставать буду, ну куда это годится, когда я там буду сидеть, пивас пить, да, и телевизор смотреть, либо на компьютере играть. Вот это мне не нравится, вот этого я не понимаю. Знаете, у кого-то может быть там 5% мужчин, которые действительно в сложной ситуации, там забот полный рот, и да, они бы хотели дать вам целый мир, но из-за сложной ситуации не получается. А вот большинство мужчин, вот кто девочки загадали, вот мужчина, простите, но он просто бездельник. Он просто бездельник и лентяй. Мечтатель, я не знаю, там как фантазер, как его еще можно назвать. Но хорошо, что это все лечится, девочки. Хорошо, что лечится. Вот срок, который вы загадали, чего ждать? Ждите розочку. Ждите, не знаю, там конфетки, шоколадку ждите. Ждите, может быть, сходить там куда-нибудь фастфуд, да, какая-нибудь там кафешка очень скромненькая, какой-нибудь парк, кстати, тоже, да, потому что в парке не так много денежек надо тратить. То есть, понимаете, очень как-то все скромно идет. Вот реально скромно. Нету этих широких жестов, нету там любимую женщину засыпать лепестками роз, там, либо что-то героическое сделать, да, там, карниз прибить, починить что-нибудь, там, дверку в шкафе починить. Нет, этого нет. Вот тут
денег на гвозди не хватит, да. Вот тот он не может. У него вообще какая-то проблема с работой. Не знаю, не знаю. Кстати, я вот вопрос хочу вам задать. Вы в комментариях напишите. А он вообще как? Когда он что-то делает, да, вот задачу какую-то выполняет, любую, даже связанную, например, с ремонтом, либо там вещи свои сложить, у него все получается. Вот идет такое впечатление, что он очень какой-то безалаберный и невнимательный. То есть, ну, как говорится, да, один глаз в одну сторону смотрит, другой в другую, и от него какой-то сплошной идет хаос, там бардак, стал прибивать, я не знаю, там картину, сломал себе палец, да, прибил себе палец, полез там, допустим, да, там кладовку разбирать, либо балкон, что-то разбил, поранился, упал, да, вот какой-то он как неудачник, что ли, даже идет. На работе все время какие-то проблемы. Что-то случилось, на него списывают. Там, это ты виноват, ты не сделал, не досмотрел. Верить не тем людям. Вот это мне, кстати, не очень нравится. Здесь бы хорошо мужчину почистить. Почистить, чтобы помочь, ну, как бы, во-первых, немножко преодолеть вот эту безалаберность, да. А может, если действительно мужчину поглазили, да, то ему это реально поможет. Вот сейчас у него такое состояние, что да, я хочу, но, блин, я не могу. Вот. И нет, даже не так. Я хочу, я не могу, потому что я боюсь, что все будет плохо, да, либо что я все делаю неправильно, либо что вот я начну вроде как хотел, да, оно все по-другому перевернется. Ну так, девчонки, какая-то сложная история идет. Ой, непонятно. Хотела вас порадовать, но честно. Вот идет вообще такая информация, что если вы хотите быть с этим мужчиной, если вы хотите, чтобы у него все хорошо было в жизни, то вы как-то должны шефство над ним взять, как-то вот, может быть, даже вмешиваться в его дела, в его жизнь. Возможно, даже давать ему какие-то наставления, советы, инструкции девочки, либо под вашим присмотром, чтобы он что-то делал. Девчонки, ну смотрите, как бы, если дорог вам этот мужчина, вот попробуйте его почистить любыми удобными, возможными для вас средствами и способами. Хотите, обращайтесь к специалистам, хотите самостоятельно. Чисток огромное количество, это вообще не проблема найти, почистить человека. Это можно сделать. Ну вот вплоть до того, что ну вот вообще не знаете, что идите в храм, купите святой воды, там, пусть умоется, вещи его побрызгайте. Там, не верит он у вас в это все, ну так вы ему в чай добавьте, либо там в супчик. Пусть почистится изнутри. Но тут надо что-то делать, тут нужно разобраться, что с ним не так. Вот чувство у него к вам есть. Желание у него очень хорошее по отношению к вам. Порыв такой, знаете, сильный, сердечный. Но вот как что-то мешает ему. Мешает. Тут, еще раз говорю, да, и страх, и неуверенность, и отсутствие возможности. Ну, по крайней мере, он так это видит. Знаете, одного бы мужчину это все простимулировало, да, например, другой бы сказал: о боже, я не могу подарить своей женщине достойный букет цветов, достойный ее, понимаете? Вот, пойду-ка я еще себе подработку найду, да, либо я сменю работу на более высокооплачиваемую. Нет, у него таких мыслей нет, к сожалению, нет. Он почему-то начинает биться в истерике и винить всех вокруг на свете, кроме самого себя. Он даже может винить, например, какие-то социальные сети, где вы видите других женщин там, с красивыми подарками, там, с теми же цветами, не знаю, там, колечками и прочее, прочее. Типа, вот зачем придумали эту социальную сеть? Вот я не могу своей женщине подарить. Зачем они придумали? Зачем они все туда выкладывают фотографии? Понимаете? Не приходит мысль, что ага, значит, надо пойти заработать на вырученные деньги, да, купить подарок, порадовать свою женщину. Нет, не работает, голова не работает. Это какой-то трэш, честное слово. Я давно такого не видела. Девчонки, занимайтесь этим мужчиной, если он вам дорог. Если вдруг вы случайно попали на мою цыпку и смотрите просто на знакомого мужчину и думаете, чего ждать, ну, серьезного ничего не ждите.
Желание есть, мысли есть, а вот реализация, ну тут даже не хромает, тут просто вот как с последних сил там пытается ползти, вот так можно сказать. Какие-то мелкие шаги, совершенно мелкие. Знаете, такое выражение есть, да, гора родила мышь. Да, огромная гора родила маленькую мышь. Вот это из той же серии. Надо разбираться, девочки, с этим мужчиной, ну, либо спасать, либо бежать от него, да, чтобы он вас еще не заразил этим невезением и тугодумостью. Запросто может. Такой интересный мужчина. Так, девчонки, у кого у мужчин действительно проблемы? Сразу говорю, это временный период. Мужчина ваш отличается тем, что он мужик, тем, что он привык решать проблемы самостоятельно. Вы, я не знаю, вы даже и 20% не знаете от того, что на самом деле происходит. Он не желает вас грузить своими бедами, он и не будет этого делать. Он будет как партизан, до последнего будет молчать. Общие слова: все хорошо, все замечательно, там приеду, расскажу. Сейчас я занят, доделаю свои дела, приеду. Вот этот мужчина, он, девчонки, правда, как только порешает свои вопросы, а он порешает свои вопросы, потому что стимул сильнейший, да, это вы. Вот, он вам скомпенсирует все, что он вам не додал. Да? То есть время, проведенное вместе, может быть, действительно там эти шикарные букеты, подарки, вот прям активити какое-то вот совместно, он все это вам скомпенсирует. Кстати, да, от этого мужчины какая-то совместная поездка идет, шикарная поездка. Для вас это будет... извините, спойлер вам сделаю, да, но для вас это будет шок. Вот куда вы будете ехать, насколько вы будете ехать и где вы будете находиться. Вы просто обалдеете, когда он вам расскажет. Но еще раз говорю, это маленький процент женщин. Для остальных я уже совет дала. Да, либо вы этого мужчинку лечите, разбирайтесь, да, что произошло, почему он такой. Он на самом деле по природе не такой человек. У него страстность, вот страсть там, к делу, к женщине, там, к жизни, она есть. Но она какая-то перебитая, либо перевернутая. Да, вот все у него там перемешалось. Вот. Если вам мужчина не очень интересен, девчонки, без обид, но лучше поищите другой вариант, честное слово. Вот, потому что этот явно какой-то немножко с брачком вот идет. Как бы просто так не получится, понимаете? Да, может быть, там улыбаетесь друг другу, там периодически встречаетесь, какие-то планы есть. Но, девчонки, дальше не пойдет. Он так и будет вот вокруг вас круги наматывать и близко к вам не подойдет. Вот, потому что что-то мешает. Какая-то заноза у него есть, которая мешает. Мешает там прямо смотреть на жизнь, реагировать правильно на то, что происходит. Да? Вот что-то ему мешает. Мои хорошие, к сожалению, честно, порадовать нечем. Такое мелкое, понимаете, там свидание, ни о чем, да, повстречались, там, пообщались. Вот, то есть он ни на какие серьезные шаги идти не будет. Он этого и боится на самом-то деле, да, он думает: ой, а вдруг поспешу, да, ой, а вдруг я уже опоздал. Типа он боится выглядеть смешным в ваших глазах. А с другой стороны, еще раз говорю, что-то мешает. Разберитесь с этим мужчиной, вот прям озадачьтесь, сделайте пару чисток, посмотрите, как дальше пойдет. Я попозже сделаю еще такую отсыпочку, и будем уже понимать, что происходит. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.